Дружба, совершенство, уважение – это главные ценности олимпийского движения. Это программа «Спортивная среда» на ТНВ. Смотрите сегодня в выпуске. Баскетбольный «Уникс» сыграет в полуфинале Единой лиги ВТБ. Казанские баскетболисты в серии до 3 побед прошли баскетбольный клуб «Самара». Казанский марафон вошел в Лигу БРИКС и Лигу марафонов России. 11 и 12 мая он объединит в себе 30 тысяч участников из 13 стран. Альметьевский нефтяник – чемпион ВХЛ. Мы побывали в хоккейной академии Ак Барса имени Моисеева и посмотрели, с чего начинаются большие победы. А также сегодня в программе мы поговорим об одном из старейших олимпийских видов спорта – стендовой стрельбе. Гостем студии станет президент стендовой и пулевой стрельбы Республики Татарстан Демин Сергей Константинович. Одной из главных новостей последней недели в спорте стало чемпионство ватерпольного клуба «Синтез». Команда в финале встретилась с принципиальным соперником – волгоградским «Спартаком». После победы на выезде вторая игра состоялась в Казани в субботу 27 апреля. Матч для «Синтеза» начался нервно, и команда даже стала уступать в счете. Но вскоре казанцы собрались и просто один за другим стали вколачивать мяч в ворота соперника. Это и стало переломным моментом в игре. Победа казанцев 9-4 в матче и 2-0 в серии. «Синтез» чемпион. Даже несмотря на то, что было какое-то скомканное начало, вернулись в игру. Да, что-то не получалось в нападении, но тем не менее отрабатывали хорошо в защите, помогали мне, я помогал ребятам. И в целом за счет индивидуальных действий добились такого результата. Волгоград и Казань — это такое всегда, дерби, можно так назвать, дерби чемпионов. Очень рад за команду, очень уверенная победа как на выезде, так и в Казани. Сегодня собралось космическое количество болельщиков, и самое главное, что люди разбираются в водном поло. Очень приятно, что водное поло, как минимум, в Татарстане двигается вперед. Кубок, вот золотые медали и кубок победителей, чемпионы России. Также не можем оставить без внимания Суперкубок России по регби, который состоялся в Саранске. Казанский клуб «Стрела Ак Барс» могла обыграть клуб «Локомотив Пенза». И также принести еще один трофей в копилку татарстанского спорта. Баскетбол для Казани – это частичка спортивной истории города, и «Уникс» – один из немногих клубов, кто сумел завоевать внимание огромного количества болельщиков по всей России. О новых достижениях клуба и о нынешнем положении смотрите в следующем сюжете. «Уникс». Так много смысла в этом слове, особенно для болельщиков бело-зеленых, для которых это не просто набор букв, а 33-летняя история. Выступление на базе спортивного студенческого комплекса, откуда и пошло данное название. Университет, культура, спорт. Расшифровка аббревиатуры очень точно раскрывает всю суть зарождения баскетбола в Казани. Этапы становления из маленького клуба в большой. В 90-е годы о «Униксе» мало кто слышал, а сейчас это многократный призер и победитель различных первенств и турниров. В сезоне 2022-2023 команда взяла первое чемпионство в ВТБ-лиге, что стало громким событием для всех жителей Татарстана, а сейчас клуб вновь в погоне за чемпионством. Всегда нелегко начинать первый матч в плей-офф, поскольку на нас, как на команду победителя регулярного чемпионата, возложены определенные ожидания, надежды. И путь к весенней части был не так легок. В последнем матче регулярки «Уникс» проводил встречу с ЦСКА. Судьба первого места разыгрывалась именно в этой игре. И более оглушительной победы в сезоне 2023-2024 пока что казанцы не видели. Что парадоксально, с приходом Перасовича клуб зарабатывает свою копилку с каждым годом все новые титулы. И впервые в истории «Уникс» становится победителем регулярного чемпионата. Главным героем встречи стал Ненад Дмитриевич, который установил сразу 2 личных рекорда по результативности 40 очков и по коэффициенту полезности 52%. В итоге, как бы ЦСКА не пытался сократить отставание от будущего чемпиона, оборачивались крахом 88-78.
Отличная победа. Мы весь сезон думали о том, что мы хотим оказаться на первом месте. У нас это получилось. Сегодня мы шикарно сыграли и в атаке, и в нападении. Особенно подбор на чужом кольце. И это стало ключевым моментом для нашей победы. Плей-офф — это короткая, но тяжелая дистанция. И в 1/4 финала Уникс на опыте разобрался с баскетбольным клубом «Самарой». Велимир Пирасович без каких-либо проблем смог подобрать ключи к обороне противника. В первом матче баскетболисты Уникса показали высокий процент реализации двухочковых бросков — 72%. И в этом заслуга двух результативных игроков в стане бело-зеленых того вечера — Эрика Грина и Эсмаэля Бако. Во второй встрече залогом успеха стала слаженная игра в обороне, перекрыв гостям периметр. Тому свидетельствует один реализованный трехочковый из 15 возможных. А в третьей игре команда и вовсе прошлась по самарскому паркету победным маршем 67-90. И поэтому с самого начала начали играть агрессивно. Вот. Я считаю, это и стало ключом, соответственно, к нашей победе. У них достаточно мало, по сравнению, по-моему, с прошлой игрой подборов в нападении. Регулярный чемпионат позади, а четвертьфинал, как недавно игравшая песня, уже вспоминается с трудом. А мы верим и ждем второго чемпионства Уникса подряд. Ведь для казанских команд это традиция — забирать главные титулы к ряду. Сегодня у нас в гостях президент Федерации стендовой и полевой стрельбы Республики Татарстан Демин Сергей Константинович. Сергей Константинович, добрый вечер. Добрый вечер. Всем здравствуйте. Сергей Константинович, полевая стендовая стрельба – это олимпийский вид спорта, один из самых старейших в мире, в мировой практике, но развитие в Республике Татарстан начинается примерно с 60-х годов 20 века. Расскажите нам о том, как все-таки зарождалась полевая стендовая стрельба в республике непосредственно и в чем особенность этого вида спорта? Вы абсолютно правильно подметили, это олимпийский вид спорта. 15 комплектов олимпийских наград на Олимпиаде разыгрываются, 10 по полевой стрельбе, 5 по стендовой. В республике в 60-х годах, абсолютно верно, приехал в маленький городок Тетюша, районный центр, отставной подполковник Ярулин Султан Сунгатулович, и начал развивать абсолютно дорогой, абсолютно, не побоюсь этого слова, буржуазный вид спорта в сельском районе Республики Татарстан. И у него получилось. Он после многолетнего труда организовал детско-юношескую спортивную школу. И именно отсюда пошли все успехи в стендовой стрельбе. Полевая стрельба, мы ее начали развивать буквально после того, как прошла универсиада в Казани, был построен великолепнейший полевой комплекс в поселке Мирном. И чтобы комплекс существовал и работал, было принято решение на базе детско-юношеской спортивной школы открыть отделение полевой стрельбы, которое сейчас функционирует и развивается достаточно успешно. Опять же, немногие знают, полевая стендовая стрельба в республике развита просто на отлично. Мы одни из лидеров. По полевой стрельбе я бы так не рискнул сказать, хотя наши спортсмены уже очень и очень показывают себя на аренах. Хотя бы то, что в январе этого года у нас появился чемпион России по полевой стрельбе Айгуль Хабибуллина. В январе этого года она выиграла, и это впервые за многие-многие годы. Стендовая стрельба, у нее гораздо больше заслуг, хотя бы то, что там есть 2 олимпийских медали. В 2000 году Светлана Демина, серебро Сиднея, и в 2012 году Василий Мосин, бронза Лондона. А наличие олимпийских наград уже говорит о том, что стрельба здорово развивается, стендовая. Это еще связано развитие с тем, что у нас великолепные стрелковые объекты. Это комплекс Свияга, он очень известный, на нем провели чемпионат Европы. Все думают, что он построен к универсиаде 2013 года. На самом деле, благодаря в то время министру спорта Республики Татарстан Марату Мансуровичу Барееву, этот объект был построен к чемпионату Европы 2010 года. Вот мало кто помнит, а мы провели и такое событие в республике. У нас комплекс Свияга, комплекс Мирном, полевая стрельба, это наследие универсиады 100%. Ну и наша родина, это комплекс стендовой стрельбы Тетюши. Там 6 площадок. И не следует забывать, что в муниципальном еще одном районе Сабынском существует комплекс Сабантуй, где
великолепно работают тренеры. И надо сказать, что на последней Олимпиаде Зили Батаршина, представительница именно этого маленького комплекса и Сабинского района, выступала на Олимпийских играх в Токио. Это большая-большая заслуга. С чего начинается стендовая и пулевая стрельба? Вот детей со скольки лет привести можно? Для начала надо приехать на наш объект. Для начала надо ребенку показать, что такое стрельба. Наш вид спорта – бесплатное обучение. Мы начинаем обучение с 11-12 лет. Почему? Потому что оружие достаточно тяжелое, до 4 килограммов, и совершенно маленький ребенок, он просто не поднимет. Есть еще такое понятие, как отдача от ружья, особенно в стендовой стрельбе. Она не очень сильная, но достаточно существенная. Поэтому приводите, пожалуйста, детей, мы сделаем из них чемпионов. Мы плавненько переходим к более ценному лично для вас, более душевному. Это ваша семья. Сын Сергей, супруга Светлана, они тоже спортсмены. Уж если говорить о нашей семье, то Светлана – это лидер, это многократный чемпион мира, Европы, и у нее как раз олимпийская медаль. Она известнейший спортсмен не только в Татарстане, но и во всем мире, и стала великолепным тренером. У нее очень много воспитанников, поверьте мне, да. Ну, наверное, в нашей семье, да, и невозможно было от этого отойти, поэтому сын, он сначала занимался хоккеем и достаточно поздно пришел в стендовую стрельбу, в 16 лет, но очень быстро нагнал. И в прошлый год он стал чемпионом России в виде спорта круглый стенд мужчины. У нас очень мало было за всю историю чемпионов именно в этой дисциплине. Это сложнейшая олимпийская дисциплина. Но вот он на сегодня лучший. В этом году будет защищать свой титул. Посмотрим. А мы продолжаем нашу программу. Сергей Константинович, завтра уже стартует второй этап Кубка России по стендовой стрельбе. Расскажите об этом соревновании. Что вот оно значит лично для нас, для татарстанцев и для спортсменов прежде всего? Абсолютно точно. Со 2 по 6 мая на комплексе Свияга будет второй этап Кубка России. Это серия таких соревнований, этапа Кубка России, после которых определяются финалисты Кубка России, так называемый финал Кубка России. И каждый старт, он очень важен. Очень многие сильнейшие спортсмены будут здесь, со всей России будут участвовать. Порядка 70 человек приезжают со всей России. И достаточно известные спортсмены. Это возможность посоревноваться нашим спортсменам перед командным чемпионатом, который тоже будет в мае со всеми известными спортсменами. Это возможность выполнить звание и разряд. В рамках Кубка России у нас будет проходить чемпионат Республики Татарстан, что тоже немаловажное значение имеет. Здесь будет разыгрываться звание чемпиона. То есть я всех приглашаю, это очень интересно. Начиная с 4 числа уже будут финалы, где будут разыграны звания победителя этапа Кубка России. Сергей Константинович, какие цели лично вы ставите перед своей федерацией или федерации ставят какие цели и задачи? Давайте поговорим о будущем. Будущее сейчас очень интересное. Да. Основная задача, я уже сказал, сохранить в это непростое время наш великолепный фонд спортивный. Вид спорта технический, и, наверное, смогу сказать, что сейчас достаточно сложно поддерживать наших спортсменов. Это очень приличное количество патронов спортивных. Ну и, соответственно, в прошлом году мы выиграли, в 2023 году, все командные соревнования, юношеские, юниорские и взрослые. В этом году задача сохранить свой наработанный потенциал. Сейчас как раз происходит командное первенство России в Липецке, где наше молодое поколение до 21 года пытается защитить свой титул командного чемпиона России до 21 года, который в прошлом году завоевала. И наши спортсмены выиграли на круглом стенде пьедестал. То есть 1, 2, 3 место они заняли, что достаточно редко в нашем виде спорта случается. Это элемент доминирования, этому мы несказанно рады, значит, мы на верном пути. Сергей Константинович, большущее спасибо, что вы пришли к нам на передачу «Спортивная среда». Вам громадное спасибо, что увидели наш вид спорта, проявили интерес. Мы в нем живем, это наша жизнь. Соответственно, приходите на наши объекты. У нас на каждом объекте можно каждому буквально пострелять, и каждый поймет, что такое пулевая стендовая стрельба в Республике Татарстан.
Альметьевский «Нефтяник» – чемпион ВХЛ. И это уже не новость. По ходу плей-офф наша команда обыграла Заурали из Кургана. И в этом коллективе есть такое поверье. Кто проходит эту команду в одном из раундов плей-офф, та команда становится чемпионом. Но только в этом ли было дело? Альметьевская хоккейная школа всегда славилась своими воспитанниками. В этом сезоне главная команда добралась до кубка, а в тени остались тренеры Академии «Нефтяника», которые помогают делать первые шаги спортсменов в профессиональном спорте. Об одном из наставников смотрите далее. Альметьевский «Нефтяник» – чемпион Всероссийской хоккейной лиги. Великолепное достижение команды Артема Анисимова. Вдвойне приятней, что костяк команды составляют собственные воспитанники. Добиться этого невозможно без отточенной системы подготовки игроков с самого раннего возраста. Они могут быть разные, они могут что-то уметь, что-то не уметь. Но это уже работа тренера — научить, довести информацию, научить. У нас вообще формула очень простая. Знание, умение, навык. Сначала дай знания, через систематические тренировки у них появится умение, а потом навык. А навык — это уже признак мастерства. Альметьевская школа хоккея каждый год выпускает воспитанников, которые способны конкурировать на самом высоком уровне. В городе есть все возможности для развития игроков. Вот вам новый спортивный комплекс Академии. Ну как здесь не полюбить хоккей? Прекрасный дворец построили для детишек. Просто наш ЦХП — это очень здорово для нашего города, для хоккея в Альметьевске. Все счастливы, все рады. Очень много залов, много льда. Все есть, чтобы развиваться, расти. Я на коньки и на ноги поставил. Сейчас играет Руслан Шайхулов, допустим. Он и здесь играл сейчас. По высшей лиге играет. Сложилась у человека спортивная жизнь. И Саша Исмайлов поиграл. Равиль Паяшев. Такие они здесь все нефтяники поиграли. Особых тоже хочется отметить Антошку Каверу, защитник. Валерий Геннадьевич – одна из легенд альметьевского хоккея. Его грамоты и фотографии в клубном музее, а за плечами сотни успешных матчей. Далее тренерство. Первый выпуск 91-го года рождения, второй – 2000-й. Как раз из него и вышли нынешние финалисты ВХЛ. Смотреть за своими воспитанниками по телевизору – высшая гордость для тренера. Серега! Сразу! Не спеши! Вот здесь! Ну и завершающий пас! Я рад, что это моя подготовка. Какая-то базовая и начальная. Я понимаю, что им там они в дальнейшем хоккей в МХЛ, ВХЛ там дают другие знания. Но там уровень другой, уже взрослый хоккей. Я очень радуюсь. Очень всегда, если с ребятами есть возможность созвониться, всегда общаемся. Они обращаются, какие моменты игровые, обсуждаем до сих пор. Сейчас тренирует команду 2007 года рождения и делятся своим опытом. В чемпионате Приволжского федерального округа этого сезона заняли 3-е место. Кто знает, может быть, из этих ребят тоже вырастут чемпионы. Амир Сабиров, Диана Магасумова, «Спортивная среда». Олимпийский комитет Республики Татарстан полным ходом готовится к проведению исламских игр в 2025 году в Казани. Несмотря на это, эти соревнования проходят при поддержке Министерства спорта, как на региональном, так и на международном уровне. Все олимпийские дисциплины максимально задействованы. К примеру, совсем скоро начнется юбилейный 10-й Казанский марафон. Участие примут не только россияне, но и гости из других стран. В этом году стало известно о новом проекте «Лига марафонов БРИКС», который объединил крупнейшие марафоны. Среди них и казанский. Старт беговому сезону дал Зеленодольский кросс. Как это было, смотрите далее. На дворе весна, а это значит, что в Казани стартовал беговой сезон. Совсем скоро Казанский марафон отметит свой 10-летний юбилей, но начало серии беговых мероприятий берет на Зеленодольском кроссе. Это старт
всей нашей серии мероприятий. Мы здесь, так скажем, разминаемся. Это такая демо-версия Казанского марафона. Конечно, она проходит именно в лесу, и в этом особенность, когда мы объединяемся с природой. Помимо дистанции в 3, 10 и 20 километров на Зеленодольском кроссе также бежали и дети. Возрастной разрыв впечатлял. Самому юному участнику было 4 года, а самому возрастному 78 лет. На кроссе принимали участие целыми семьями и даже коллективами. Уже 3-й год подряд мы участвуем в данных мероприятиях. Мой сын сегодня пробежал уже 600 метров, и со старшим сыном Селиманом мы сегодня побежим 3 километра. В какой-то момент пришло понимание, что нужно как-то развиваться, двигаться, шевелиться. Все-таки спорт – это неотъемлемая часть нашей жизни. И пришли к тому, что бег – это супер, это круто. Вот у нас боец уже, он в принципе пробежал 3 километра. Нам предстоит пробежать 10. Мы заряжены, готовы. Нововведение этого года – кани-кросс. Это забег с собаками на дистанции 600 метров и 3 километра. Порода собаки может быть абсолютно любой. А по словам самих участников, с домашними питомцами бежать даже легче. Мы бегали на авангарде. Из-за того, что Ангелина не может ходить, мы с подругой брали сами велосипед, прицепляли его к велосипеду и ездили сами. И бегали по кругу на скорость. На траве. Да. Обязательно на траве, потому что на асфальте нельзя собакам бегать. 30 тысяч участников. Именно к этой цифре стремятся организаторы Казанского марафона. Уже сейчас зарегистрированы 20 тысяч спортсменов из 15 стран. Ну, вообще в этом году будет юбилейный 10-й Казанский марафон, поэтому очень много новшеств, очень много фишек, которые мы предусмотрели. У нас будет и чемпионат России по марафону в рамках нашего забега. И вот, как вы правильно заметили, Казанский марафон стал частью Лиги марафонов БРИКС. Это новый международный проект, который инициирован здесь, в России. На Казанском марафоне будет участвовать и комик Денис Дорохов. Он побежит 10 километров и уже начал активно тренироваться. Что и неудивительно, ведь до старта осталось совсем немного. Один из самых ярких видов спорта – гандбол. Второй год своего существования казанская команда «Зеланд» из Казани уже стремится попасть в главную лигу страны. О последнем туре «Зеланда» с главным конкурентом из Воронежа расскажем далее. Гандбольный клуб «Зеланд» вовсю стремится попасть в Суперлигу. В минувших матчах с лидером чемпионата Воронежем казанцы устроили настоящий теплый прием. Фавориту, хоть и с огромным гостевым сектором, было очень непросто. Фанаты приехали целыми семьями поболеть за своих гандболистов. Они в разы перекрикивали хозяев. Гостевой матч стал для них домашним. Болеем всю жизнь, можно сказать. Муж тренер, сын занимается гандболом. Мы очень любим своих игроков. В Воронеже приходим на каждую игру, болеем за них, зажигаем их силой и своей мощью. Поддержка трибун помогла Воронежу в самой концовке встречи. Практически весь матч казанцы вели в счете, и все шло к волевой победе. Но гости смогли реализовать пару моментов. Сравняли, а позже и вовсе вышли вперед. 23-21. Но ненадолго. Зеланд вовремя пришел в себя и довел до паритета. 23-23. Боевая ничья. Работали в защите, да, в нападении что-то не получалось, много не забили, опять реализация хромает. Статистику пока не видел, но я думаю, что там тоже около 50-60%. Ну, посмотрим, разберем. Есть у нас дальше, скажем так, возможность занять 3-е место. Последние игры у нас будут в Белгороде, поэтому будем бороться дальше за медали. Воронеж подходил к этому матчу в качестве полноценного фаворита. Команда идет на первом месте с большим отрывом по очкам и уже заработала себе прописку в Суперлиге в следующем сезоне. В первую очередь я хочу поблагодарить наших болельщиков, поблагодарить нашу всю команду за самоотдачу. Сегодня был реально хороший матч, команда соперника. Их поздравляю с выходом в Суперлигу, они молодцы. Нам есть куда еще расти. Ну, видно, что команда прибавляет с каждым матчем. И будем еще пытаться в последний вагон запрыгнуть через стыковые матчи, которые пройдут 22-27 мая. Мы будем биться, бороться за Казань.
Наш Зеланд существует всего второй год, а у клуба уже самые большие задачи – подняться из высшего дивизиона в Суперлигу, в элиту российского гандбола. У казанцев есть все шансы на это. Ну, работаем, коллектив хороший. Единственное, что много, скажем так, травм, которые нам не позволяют, допустим, там, набрать полную физическую форму. Но стараемся делать какую-то ротацию. В Казани гандбол активно развивается. Открыты секции по самым младшим возрастам. Профессионалы ценят этот вид спорта за эмоции, скорость и мощность, а дети – за красивые голы. Чтобы их посмотреть, достаточно оказаться на матче нашего Зеланда. Наверное, гандбол, моя самая главная реклама всегда – это вы придите, сами посмотрите, и вы влюбитесь. Я сколько людей звал, которые не знали, что такое гандбол, они приходили и спрашивали потом, можно мне прийти на матч. Приходите сами на игры, вы влюбитесь в эту игру. Спортивные события недели Республики Татарстан уже в истории. Занимайтесь спортом и смотрите нас на следующей неделе. Всем пока!